Добрый день, уважаемые друзья. Здравствуйте. Я очень рад с вами встретиться на мастер-классе «Играй, курай». Первым делом, наверное, познакомимся. Меня зовут Нургалей Миргалевич Кайыкбердин. Я заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. По классу курая Сибай Камиля Валеева. Первым делом я хочу о нашем национальном инструменте курай. Башкирский народный музыкальный инструмент курай – это реброплодник уральский, а на башкирском название курай. Вот так он примерно до 180 сантиметров. Полое растение и семейство зонтичных. Наши предки с давних пор играли на таких кураях, инструментах. Вот это у нас из этого растения сделанный курай. Я вам покажу процесс изготовления этого инструмента. Курай, он имеет многовековую историю. Некоторые мелодии наши, которые сочинялись 5 веков назад, даже есть мелодии с такой историей. И наши предки, когда изготавливали курай, они обращались к кураю и, разговаривая с кураем, срезали под свой размер. Они, разговаривая с кураем, определяли размер курая. Смотря у кого какая ширина ладони, получился размер курая. Вот, например, я измеряю курай. Вот, курай. Типа курай отвечает мне, кураисту, где рос в лесу, кто срезал, кураист, для чего, чтобы играть. Вот с этого места срезали курай, и получается примерно, вот на мой размер, вот такой курай получается. В музыкальном языке это получается тональность ля мажор, ля-мажорный курай. Я преподаю класс курая, это вот в этом году уже 43 года. Начиная с младших школьников, продолжил работу в колледже искусств, работал в институте искусств, в Сибайском институте Башкирского государственного университета. Выпустил очень много кураистов, которые в данное время работают во многих музыкальных школах, преподают в колледжах, в институте, работают солистами, кураистами во всех филармониях Республики Башкортостан. Многие имеют награды, звание заслуженный. И вот я хочу продемонстрировать вам изготовление курая. Надо сказать, курай не каждый год растет, получается. Вот в засушливые года мы не можем найти нормальные инструменты. Вот они бывают разные. Вот этот курай я храню в кабинете для просмотра. Вот этот курай мы собрали в прошлом году. У них вот такие листья и зонтичное растение, как я вам рассказывал. Из этого курая просто хороший инструмент может не получиться, поэтому я буду показывать уже на срезанном курае, потом такой же курай, просто он уже срезанный, чуть побольше размером.
Я вам, как вам показывал, вот, разговаривая с Кураем, мастер делает размер. Курай, ау, где рос в лесу, кто срезал, кураис, для чего, чтобы играть. Вот это мой размер. Мы сейчас с этого места срезаем инструмент. Курай обычно он поспевает к осени. А в августе-сентябре собирают инструмент и сушат в тени. Вот у нас размер готов. Для начала вот мы проверяем. Вот это тыльная сторона курая. Курай имеет 5 отверстий. 4 отверстия с тыльной стороны. И 5-е отверстие у нас вот, с задней стороны. Первое отверстие мы делаем вот, 4 пальца. 4 пальца измеряем. Вот, и делаем первое отверстие. Отверстие обычно стараются делать овальной форме. Аккуратно делаем овал. Вот первое отверстие у нас готово. Вот, как вы заметили, у курая нет мундштука нету. Просто вот толстая сторона курая у нас ставится зубам. Это у нас для постановки. И края, это курай мы еще чуть-чуть здесь мякоть убираем ножом, чтобы удобно было ставить передним зубам. Так. Потом от первого отверстия мы измеряем расстояние вот 3 пальца. 3, не пальца, а 3 кончика пальцев. Некоторые мелодии уже можно будет уже играть вот на 2 отверстиях, но я пока не буду этого делать. Полностью изготовим, потом только. Вот. 2 отверстия у нас готово. Третье отверстие у нас получается расстояние чуть меньше, чем первое, между первым и вторым отверстием. Между вторым и третьим отверстием чуть-чуть расстояние меньше. Если вот музыкальный термин, это получается от первого отверстия до второго отверстия, это у нас расстояние полутон. От второго отверстия до третьего отверстия это полутон. Поэтому у нас расстояние чуть меньше получается. Вот наши предки изготавливали такой курай, и он им служил. Они и в боевых походах, и в гостях, и на праздниках, везде они курай носили с собой. Через курай они передавали и свое горе, и радость. Потому что каждая мелодия
башкирская народная мелодия, имеет свою историю. Просто так ни одна мелодия не сочинялась. Мелодии посвящались героям, есть мелодии любовные, есть мелодии, посвященные тяжелой женской судьбе. Вот у нас 3 отверстия готовы. Делаем сейчас 4-е отверстие. Тоже расстояние, как между первым и вторым отверстием. Сейчас у нас курай в Башкортостане 70-е годы, до конца, до 70-х годов уже курай был на грани исчезновения, потому что многие кураисты, они остались, не вернулись с войны, получается, и молодежь не играла. В 1971 году наш знаменитый педагог Гатазул Кафилович Сулейманов открыл класс курая в Уфимском училище искусств. И вот, начиная с 1971 года, курай начали изучать уже на профессиональном уровне. А в 1989 году в Уфимском институте искусств открылся класс курая в факультете башкирской музыки. И сейчас кураистов у нас стало очень много, хороших кураистов. Дети изучают курай в музыкальных школах, продолжают свою учебу в средних учебных заведениях. Это у нас Сибайский колледж искусств, Салаватский, Учалинский, Уфимский училище искусств. А после уже желающие продолжают учебу в Уфимском институте искусств на факультете башкирской музыки. Так, у нас 4 отверстия готовы. Сейчас у нас последнее отверстие. И многие наши кураисты, знаменитые кураисты, это Юмабай Исямбаев, Ишмулла Дюльмухаметов, они с кураем объездили, можно сказать, весь мир. Юмабай Исямбаев в 1925 году такой курай, тростниковый курай, на сцене вот так продемонстрировал изготовление курая и сыграл в Париже. И такой же, как можно сказать, подвиг совершил Ишмулла Дюльмухаметов, тоже в Париже играл. Раньше наши предки играли только вот на таких кураях. Тростниковый курай получается. А в 70-е годы начали изготавливать курай со шпона. Сейчас я вам покажу. Вот такой курай со шпона начали делать. Они очень практичные для игры с ансамблем и для сольного исполнения. Сейчас они, мастера, делают в Кугарчинском районе, в Уфе делают мастер. И они имеют разные формы. Можно сказать, вот есть такой курай, который складывается, просто можно носить в маленьком футляре в кармане, и удобно. И молодежь сейчас начали играть вот на таких кураях. Здесь 8 отверстий. Полутона, там они могут играть всякую классическую музыку, зарубежную музыку. Так, вот наш курай, который я сделал. С вашего позволения, мы сейчас попробуем извлечь звук.
звук тростникового курая мягкий, бархатный. Наш сказитель Байық Сасан, когда провожал наших воинов на войну в 1812 году, играл на таком курае, ему было 100 лет, 102, а когда воины возвращались, он их встречал игрой на курае. Вот в честь этого сказителя есть башкирская народная мелодия «Байық». Я вам сейчас эту мелодию сыграю. Спасибо. На курае при желании могут научиться все, я так считаю. По крайней мере, я могу научить играть на курае любого желающего. Это можно даже научить через онлайн. И вот хотел бы еще дать послушать звук уже курай, который мастер делает. Звучание похоже на курай, но у них звучание чуть сильнее, чуть громче получается. На курае играет свистом, без грудного сопровождения. Но традиционная игра это у нас считается с грудным сопровождением. Вот, когда мы начинаем учить детей, тогда просто звук свиста, как флейтовый звук получается. Когда добавляем грудное сопровождение, получается вот такой звук. А вот на таком курае у нас игра получается как по полутонам. Там можно играть любые классические зарубежные мелодии. По заказу сделанный курай с 2 отверстиями. Это я заказал для чего? Я играю вот одной рукой на курае, а левой рукой я играю на баяне. Басовую партию. Это тоже очень интересно. Так. Что я еще хотел сказать? Если есть желающие научиться на курае, то можете найти меня в ВКонтакте, в Инстаграме. Меня зовут Нургали Кайыкбердин.